что я рассказываю о Биробиджане, ну, может быть, в 200-й раз. Но самый первый раз на русском, это был или идиш, или английский, по всему миру, можно сказать. И поэтому я немножко... Ну, вы поймете вообще, почему эта презентация не совсем входит в рамки такой академической лекции, это нет, совершенно нет. Цель ее дать вам немножко представление о том, что было, что был Биробиджан для мирового еврейства, определенной части мирового еврейства, что он сейчас. Но все это в преломлении через человеческий фактор, то есть мой. Я все чаще и чаще ловлю себя на мысли, что все, что происходит в этом мире, не случайно. И вы в процессе вот этой презентации видите несколько ярких моментов вот этого феномена. Но я хочу начать именно с того случая, который навсегда врезался в память. Никогда его не забуду. Это было в 1988 году, в середине сентября. Прекрасный, солнечный, теплый день. Я прогуливаюсь по центральной улице города Биробиджана, улице Шолом Алейхема. Я встречаю приятеля, знакомого даже, который здоровается со мной и желает мне хорошего праздника. А я смотрю на него, как на идиота, и говорю: ты что, крыша поехала или что? До Октябрьской революции еще больше 1,5 месяца, до 7 ноября. О чем ты? Тогда он смотрит на меня, как на лунатика, и говорит: а ты что, не знаешь, что сегодня еврейский праздник? Какой еврейский праздник? Он говорит: ты что, не знаешь, что сегодня Рош ха-Шана? Я выпучил на него глаза и спросил: а что такое Рош ха-Шана? Мне в то время 27 лет. Я знаю, что я еврей. Я горжусь, что я еврей, потому что Карл Маркс и все знаменитые чемпионы по шахматам были евреи. Но я не знаю даже такого простого понятия. Я первый раз в своей жизни услышал слово Рош ха-Шана. И я не был исключением. 99%, если не больше моего поколения, находящихся в Биробиджане, или в Москве, или в Петербурге, не слышали этого слова. В 1988 году я готов спорить с кем угодно. И это меня как бы, более того, в это время, несколькими месяцев раньше, меня пригласил на собеседование ректор открывающегося в Биробиджане пединститута, который, он мне сказал все как есть: слушай, мы хотим открыть пединститут, но мы можем это сделать только когда там будет еврейское отделение идиш, как национальный институт. Тогда мы сможем. А я говорю: так, это ваши проблемы, я не знаю идиша. Да, это ерунда. Ты знаешь английский, ты знаешь немецкий. Возьми учебник. Вот. Это мой учебник, с которого я начал. Многим он, наверное, знаком. Он был выпущен в 1982 году, в честь юбилея Еврейской автономной области. Но он меня научил читать. Не важно, что там не было 6 букв, которые были просто выброшены из советского идиша. Конечные буквы были уже возвращены, как вы видите. Это не важно, это мне дало начало. Я начал учить идиш
И 2 месяца спустя имел такую хуцпу организовать 2 группы, взрослых и детей, и учил и душу их, будучи 2 шагами раньше. Но это была хорошая практика. Это очень-очень много мне помогло и довело до аспирантуры Колумбийского университета, который я закончил, получив степень магистра, и мне необычайно повезло. Меня пригласили работать в ИВА. Кто из вас слышал название ИВО? Для тех, кто не слышал, ИВА – это аббревиатура Идышер Виссеншафтлиха институт, научно-исследовательский институт по изучению всевозможных вопросов восточноевропейского еврейства. Я думаю, что это самое главное учреждение, которое занимается языком идыша и вопросами вокруг него. ИВА располагает самыми большими в мире архивами по восточноевропейскому еврейству, 22 миллиона документов, и уникальной, великолепной библиотекой с редкими коллекциями книг и периодических изданий. Я просто опешил. И скажу вам, что корыстно я занимался одним делом. Я искал материалы, которые связаны были с Биробиджаном, с местом, в котором я родился и провел 30 лет своей жизни, и о котором не знал ничего. А в ИВА мои глаза так открылись. И, то есть я начал там работать в 1994 году, а в конце 90-х ко мне обратилась группа специалистов из микрофишированной компании голландской IDC Publishers, сейчас это называется Brill, которые специализируются на микрофильмировании и микрофишировании важных культурно-исторических документов мирового значения для академического мира. Они обратились ко мне с просьбой быть консультантом по проекту Биробиджана и собрать все, что есть ИВА напечатанных, не архивных материалов, а печатных материалов о Биробиджане. Я так опешил, но я не мог не принять этого предложения и принял его без всяких сомнений, опасений, потому что я получил полный доступ к тому, о чем даже мечтать не мог. То есть я мог заниматься этим все время, которое мне было позволено. И в итоге была собрана уникальная коллекция, которая называлась «Эксперимент по созданию советской еврейской государственности», то есть Биробиджан, вот эти вот, видите, IDC Publishers, название этой компании, Ойвей. И вы видите, что количество названий, газет, журналов и книг о Биробиджане 266, которые разместились на 941 микрофише и 31 микрофильме. Огромнейшая коллекция. Поэтому цена ее для тех, кто хочет приобрести, очень большая. В данное время это $15 000. Находясь, работая в ИВА, я очень часто проходил это здание, которое находится где-то в 5 блоках от ИВА. Бродвей 799. Но я даже не подозревал, что в этом здании с 1928 по 1941 находилась штаб-квартира организации ИКОР. Кто-то слышал такое название ИКОР? Тот, кто не слышал, это аббревиатура. Явно такое коммунистическое направление, видно визуально. Это идыша, колонизация, организация Нрусла. То есть это была организация еврейских коммунистов Америки и сочувствующих по помощи и всесторонней поддержке
поселения евреев на земле, колонизации евреев в Советском Союзе. Эта организация была создана в 1924 году, и уже в 1930-м в нее входило больше 10 тысяч членов, которые платили взносы, и одной из главных задач этой организации была поддержка биробиджанского проекта. Очень много было выпущено литературы ИКОРа. Это уникальные документы, потому что это Барих, Фундерамериканер, ИКОР, экспедиция, экспертная комиссия. 1930 год. Биробиджан начался в 28-м. В 29-м уже американцы послали делегацию, даже не делегацию, а экспедицию, выражая более точно, на 1,5 месяца. Они поехали в Биробиджан и снимали фильмы, которые они снимали, находятся сейчас в Иво. То есть они видели, как это было очень тяжело поднимать эти целинные абсолютно земли, где еще такой страшный холод. Они туда поехали летом, поэтому они холода-то они не испытали. И поэтому, приехав домой, в Америку, они написали такой очень пламенный доклад. Это одно из первых публикаций о Биробиджане. ИКОР выпустил невероятное количество. Каждый год, абсолютно каждый год ИКОР Йорбук, то есть годовой отчет, как мы говорим, отчет за год. Что было сделано для Биробиджана, какие люди участвовали в строительстве, сколько денег они выделили и так далее. Вот, например, был крест послан в Биробиджан в 1931 году. Все, кто послал, когда послал, очень-очень подробно. До сих пор работает? До сих пор работает? Нет, уже другой. Уже, конечно, другой. То есть технология совсем другая. Американчики, у меня есть статья об этом. Читайте Биробиджан Штерн, молодой человек. Поехали дальше. Одной из самых таких интереснейших публикаций ИКОРа был его ежемесячный журнал. Я до сих пор не представляю, как такое могло быть. Но оно было ежемесячно. С 28 по 35 год он выходил как ИКОР, а с 35 по 50, то есть 22 года, ежемесячно, на английском и идише, журнал ИКОР, потом 9/11, где главная тема Биробиджан. Статьи, главные статьи только о Биробиджане. Воодушевленные фотографии энтузиастов, биробиджанцев, в каждом номере журнала на идиш и на английском. И это издается в самом центре мира, в Нью-Йорке, на Бродвее. Каждый божий месяц. Это же знаменитое здание еврейского театра «Гассет», который был построен в 1934 году. И первый выпуск актеров, которые приехали туда, это были все ученики Михоэлса. И как же, земледельцы, где вы такое еще увидите? Очень красочные, очень такие зазывающие номера. Давали, конечно же, 90% пропаганды, но очень в то же время интересная информация о еврейской жизни в Биробиджане, о том, чем занимались евреи, трудились, учились, отдыхали, развороты на 2 мощных страницы, куча фотографий, сотни, если не тысячи. И, как видите, всегда оживленные, воодушевленные лица не только евреев, но что Биробиджан — это центр не только еврейской культуры, но и вообще универсальный. Или нет? Они, конечно, действовали на людей в Америке, на евреев в Америке, на коммунистов, которые видели такие счастливые лица в период депрессии. Нет больше маленькой таежной станции «Тихонькая». На ее
ее месте первоклассный вокзал города Биробиджана, столицы еврейской автономной области. Сюда съезжаются переселенцы со всех концов земного шара. Или такой. То есть я некоторых даже знаю, Наташа, вот это Шуриц. Ты помнишь, Шурица был такой? Тут здесь, кстати, есть у нас человек, еще один человек, который родился в Биробиджане. Родилась, да, Наташа. Вот она хорошая подруга моей родной сестры, живет сейчас в Петербурге. Вот. Так что получилось, что мы это совместили полезное с приятным. Но поехали дальше. Видите, вот, ну, очень, и это же качественные фотографии, правильно? Те, которые понимают толк фотографии, видишь, это очень-очень отличные кадры. Не просто хорошие, а отличные. Видишь, даже евреи золото роют на Хуэргане, как Пиня из того фильма «Искатели счастья». Они действительно это делали и занимались этим. В Биробиджане на реке Сутаре колхозник Кац из колхоза Дерштерн нашел самородок золота весом 800 грамм. Извиняюсь. Прочтите, пожалуйста, еще раз. В Биробиджане на реке Сутаре колхозник Кац из колхоза Дерштерн нашел самородок золота весом 800 грамм. Видите, куча фотографий на 2 листах. И еврейский театр, и природа Биробиджана, и ресторан, мы отдыхаем, ресторан Биробиджан. Правда, советский идыш, видите, нет оконцовки, но неважно, это идыш. И поля, и фабрики, и заводы, все вместе. Мелепцих. И учимся. На идыше все предметы. Ну и это не только было в Биробиджане, это было и в других школах. В Биробиджане это было дольше немножко, до 48-го года. Это все было. И такой разворот. Это одна из моих любимых фотографий, обложек, которая очень-очень как бы обманывает народ. Здесь написано, да, 9/11, июль 1939 года, 108 тысяч биробиджанцев, чтобы американцы думали евреи, правильно, ну, биробиджанцы. В это время, ну, может быть, 25-30 тысяч. Но еще интересная деталь. Вы видите, человек такой спрятался. Юра, ты нам сейчас подскажешь. Ты видишь, что там написано? И что это за человек? Нет, Тычков. Ну, я помогу. Это написано forwards. И это Эйб Кан, знаменитый редактор Идыш Forwards в то время, который стоит такой, ему очень стыдно, что он не участвует в строительстве этого великого проекта. В общем, я хочу сейчас вам показать что-то уникальное, что очень мало людей знают об этом. И это опять-таки случайно. Когда я собирал материалы для IDC Publishers о Биробиджане, я столкнулся с уникальным экспонатом, комплектом стеной газеты Биробиджана Штерн. Вот такого размера. Вот не вру, вот такой вот. Сделано от руки.
И, ну, примерно, получается где-то, наверное, 80 на метр 50. Сделано от руки, печатано, и написано от руки, и приклеено еще к другой большой бумаге. Уникально, потому что это единственный сет. За 1933 год. Ну, я, в общем, нашел это. Хотел 1,5 года назад вернуться. А микрофильм качество было очень плохое. Я снова пошел в архив, попросил их, чтобы мне разрешили сделать фотографию оригинала. Извините, пожалуйста, что-то очень жарко. Чтобы сделать фотографии оригинала, потому что, посмотрите, это же... Это вот видите, от руки написано. Это Биробиджан Эрнаец, биробиджанские новости. Все, что вот было. Это вот вид такой пропаганды, стенная газета, он был очень распространен в то время в Советском Союзе. Но это именно на идиш. И мне очень понравилось, ну, несколько номеров на русском. Очень много, конечно, агитки за рубежом, вооружается, урожай 21 года. Но есть и очень интересная информация о еврейской жизни. Но вот это мне просто очень понравилось. Доска почета и доска позора. Ройта бред, в переводе красная доска, и Шварца бред, черный. Это значит доска почета, а это доска позора. Это те, кто хорошие работники у нас, в Ройтербред, а плохие работники у нас Шварцебред. А еще есть категория Аро Фундершварцербред. Те, которые сняты с черной доски. Они исправились, они молодцы. Давайте за них порадуемся. Но это такой кайф. Самое интересное. Это вообще, это меня... Я когда эти газеты, они очень, видите, они большие, их надо очень аккуратно с ними пользоваться. И вот когда я их переворачивал, на обратной стороне я обнаружил вот этот штамп. Штамп. Да? Упс, Алекс, что это? Gesammelt durch Gershon Эпштейн, Париж. Собрано Гершоном Эпштейном из Парижа. Я тут же зову архивиста, он мне приносит бумаги, каким образом, что. И написано, да, что вот, во-первых, этот Гершон Эпштейн был один из главных замлеров, коллекторов материалов для Ива. И именно написано, да, там он кучу всего надавал, на миллионы. Но среди этих перечисленных материалов, которые он передал, он также передал этот комплект Биробиджана Штерна. Париж, Биробиджан, коллекция Ива. Я почувствовал в себе, знаете, такой драйв детектива. Захотелось узнать поскорее, что это такое. Но в наше время не нужно быть детективом. Мистер Гугл справляется с этим гораздо лучше, чем любой другой человек. И вот мистер Гугл привел меня к этой книге. Контрабандисты книги. Книжные контрабандисты. Кто-нибудь из вас знаком с этой книгой? Хорошо, значит хорошо, но многие не знакомы. Кто-нибудь из вас знаком с таким понятием, как папир-бригада? Да. Paper Brigade, бумажная бригада. То есть это книга о тех героях, которые спасали интеллектуальное богатство Вильнюса, жертвуя своей жизнью, рискуя своей жизнью, будем так говорить, каждый день. Каждый день. Среди них Авром Суцкого, Решмерка, Кочергинский. А что на английском тоже как на идиш? Смаглерс, да? Шмугляр. Самое интересное, что в этой книге я нашел ответ. У меня до сих пор волосы встают дымом. Представьте себе имена. Макс Вайнрайх, директор Института Ива, находясь в Нью-Йорке, связал Аврома Суцкого, этого великого поэта и бойца, с Гершоном Эпштейном.
когда Суцкевер был в Париже, и Гершенштейн с декабря 1946 года по март 1947 передал Суцкеверу 360 документов. И я думаю, 95%, что среди этих документов был комплект газеты Биробиджана-Штерн. Ну, потому что не было или не знаю, но очень-очень хочется в это верить. Это просто невероятно, что Папир-бригада, эта знаменитая бригада, спасла в числе того, что было спасено, еще этот комплект. Вы видите, что он в очень таком ужасном состоянии, потому что бумага крошится уже. Цвет букв, напечатанных и написанных, тоже уходит. Ее надо спасать, я не знаю, как это сделать, потому что это 1933 год, и когда еще относительно что-то можно было писать, и я сталкивался с интересными информациями и именами. И более того, в Биробиджане сейчас существует комплект газеты, начиная с 1935 года, а газета стала выходить с 1930-го. То есть этот 1933 год как бы заполняет эту картинку. Надеюсь, что все-таки что-то удастся с этим сделать. В общем, вы видите перед собой такого энтузиаста города, в котором он родился и вырос, и после вот этой газеты и работал в 7 лет. А потом мне предложили работать в отделе образования Альберта Ринг. И работая там, я все равно продолжал искать материалы, связанные с Биробиджаном. И все эти материалы я очень тщательно складывал и разбирал у себя в подвале. У меня Алик был у меня, мы там играли с ним в пинг-понг, и он видел 6 огромных шкафов, заполненных идышистскими книгами, и большая, очень важная часть, конечно, книгам о Биробиджане. Я был тупица, мягко говоря, потому что я не знал, что этот ужасный ураган Сэнди, который надвинулся на Нью-Йорк, захватит и меня. И он захватил меня так конкретно, что мало не показалось. То есть вот все эти, вы видите, они все плавают. А я еще, мы знали, что надвигается ураган. И я, как очень такой аккуратный человек, в кавычках, взял и все книги с первых и вторых полок положил на теннисный стол. Аннехты картоп, как говорится. Это не спасло, это не помогло. В общем, вы не можете себе представить мое состояние, потерять 1000 книг, среди которых многие подписаны знаменитыми писателями, потому что я работал в библиотеке Рива, и мне директор Рива всегда отдавал дубликаты, если это было можно. Я ходил как потерянный, я был полностью потрясен, но я среди вот этого всего хлама, я собирал это механически, книги, они все были испорчены, все, до свидания. Я искал пластиковый ящик. Этот пластиковый ящик я нашел только на 3-й день поиска. Потому что вот такое, вот этот ящик. И вы видите, на нем написано Биробиджан. То есть, когда я открыл этот ящик, я ошалел. Потому что все, что находилось в нем, было цело. Вода не добралась. Она погубила все, что угодно, но только не этот ящик. А там были и памфлеты о Биробиджане, и книги, и записи, аудио первых переселенцев. То есть я не верующий человек, но я поднял голову и сказал: «Данк дер Готен». Потому что, как иначе это можно объяснить? Это все сохранилось. Но
комплект, у меня был почти полный комплект вот этой журнала 9/11, «Новая жизнь». Он ушел, его не было, все. И, ну, я очень-очень был расстроен. Я должен был в прошлом году в сентябре ехать в Биробиджан. Я поехал. Но перед тем, как я поехал, во-первых, я все эти книги туда привез, что сохранились. И я искал еще что-то, что еще я могу быть. Я обращался к людям. И среди людей этих я обратился к профессору еврейской истории Генри Сребник, который занимается, знаешь, что такое имя? Это главный специалист по вопросам еврейского коммунистического движения в Америке и в Канаде. Он автор 3 книг, это одна из них, все на тему Биробиджана, и участие еврейских, коммунистических и просоветских организаций в поддержке этого проекта. Я позвонил ему и спросил, есть ли у вас какие-нибудь дубликаты от 9/11, «Новая жизнь»? Он говорит, странно, ты представляешь, я собираюсь на следующей неделе, он в Канаде, я ему звоню в Канаду, я собираюсь на следующей неделе ехать в Центральную библиотеку Нью-Йорка и передать им микрофиши 9/11, ну и кое-что еще другое. Я говорю, ну, скромно очень. Ну, может, я не знаю, что и как, но сказал, я обнаглел и сказал, а может быть, вместо этого вы подарите этот комплект Биробиджану в честь 90-летия создания. Вот наглость. Но вы знаете, он сказал, да. И он прислал мне этот комплект. И когда он мне его прислал, у меня глаза точно уже полезли. Потому что это был IDC Publishers, который я собирал. Этот комплект, который я собирал, он прислал мне. Ну, чтобы я его привез в Биробиджан. Получается, круг замкнулся. Как я тебя поздравил с твоей открыткой. Это невероятно. Но это немножко, понимаешь, это покруче. Потому что это коллекция, ну, то, что он передал, это, ну, 7-8 тысяч долларов. Вот он взял и отдал. И это, конечно же, обогатит город и область, и людей, которые заниматься хотят этим вопросом, потому что очень много можно узнать из этой литературы. Есть в Биробиджане председатель общества Еруша «Наследие», который все эти микрофиши, все материалы, которые я привез, отсканируют, и они будут доступны на интернете. То есть я не знаю, как отблагодарить Генри Сребника, но я очень благодарен и счастлив, что этот комплект нашел место, ну, в таком уместном месте, извините за тавтологию, и люди смогут этим пользоваться. Он не только будет ограничен академическим миром. То есть вот это такая как бы исторически персональная часть, которую я хотел рассказать. И я перехожу постепенно и плавно к другой причине своего приезда в Биробиджан. После 24 лет отсутствия я решил привести в Биробиджан вот эту литературу о нем и в то же время внести что-то, ну, свою лепту, так сказать, потому что я начался как учитель идыша в Биробиджане. И я думал внести что-то к столу, так сказать, внести свою лепту. Пусть даже это будет немного позже, но внести. Мои родители, тяжело, которые уже в мире ином, они были, ну, такими патриотами Биробиджана. И сейчас, секундочку. В 95-м они присоединились к нам, но они всегда с такой любовью и теплотой вспоминали о городе, который они
любили, строили. И папа всегда видел во сне Биробиджан, почти до последних своих дней. Никогда не забуду, как он цвел, когда она в Бруклине его встретила и обняла старая женщина, которая узнала в нем своего комсомольского игрока. Но, в общем, конечно, это такой был очень эмоциональный момент приезда. И опять произошло такое, ну вот как такое может быть? Именно в день приезда, не днем раньше, не днем позже, открылась выставка моего любимого учителя рисования. То есть я с 7 лет по лет 12 ходил в рисовальный кружок. И мой любимый учитель Дмитрий Алексеевич Алексеевич, Дмитрий Григорьевич Алексеевич, он научил меня понимать, я не стал, конечно, никакой художник, но я научился понимать самое прекрасное, созданное цивилизацией, искусство, и ценить его. Так вот, на этой выставке среди работ мастера и его студентов я обнаружил тоже свою работу, понимаете? Приехать в родной город и в этот же день увидеть такое. И это было открытие именно в этот день тоже. Мне не надо тут никому ничего переводить, все по-русски понимают. Но меня, конечно, это очень тронуло, потому что именно вот так совпало, как на идиш говорят, башерт. В возрасте 10 лет рисунок, да? Да. Но это гравюра была. Это было, мне очень нравилось вырезать на линолеум, по линолеуму. Мне посчастливилось применить вот свое знание, умение. Я преподавал идиш детям и взрослым в течение 4 дней. В Биробиджане есть специализированная школа номер 23. Вы видите в кабинете портреты на русском и идише знаменитых советских еврейских писателей. И также еще очень большой пласт еврейской культуры. Есть, конечно, в программе этой школы с 1 по 11 класс и элементы еврейской истории, литературы, культуры. К сожалению, нет идиша, потому что нет учителя. Был бы учитель, все для этого есть. Учителя нет, к сожалению. Но дети, они прям как губки. Я просто летал. Мне так это понравилось. Биробиджане, они такие дисциплинированные, они все умненькие, они как губки, они все впитывают в себя. И это было здорово. В общем, мы в течение 4 дней я преподавал 20-25 детей в возрасте 10-11 лет. И вот надеюсь, что они как бы что-то в себя впитали, и может быть это дальше будет развиваться. То есть вы видите, то, что сегодня я показывал с детьми здесь, но там это гораздо больше детей, они постарше, дисциплинированнее. В общем, немножко другая аура, но тоже очень прекрасно. Видите, мой хоспорим, все тут есть атмосфера. Нету, да, к сожалению, энтузиастов. Вернее, есть энтузиаст, но он один, и она не может. То есть, опять же, игра с мячиком. Дети любят очень играть в мячик. И это мы будем с вами играть завтра. Да. Готовьтесь. Будем играть. И, конечно, все это прошло здорово. И еще мне посчастливилось, в Биробиджане есть воскресная еврейская школа, очень активная, очень хорошо оборудована. И там тоже я немножко поигрался с детьми. Очень хороший кабинет, вот это все, оно есть, идиш, нужен учитель. Так что Йоэл, вот смотрите, это все с учебника автора, про который я сейчас расскажу немножко. И, в общем, мне очень понравилось. Потому что детей всегда можно увлечь.
И они, смотрите, какие все активные. Им очень нравится. Вот сегодня мы листики эти ловили, а они, ну это тоже не ловят листья. То есть я к концу уже всех их собрал вместе, потому что у меня было очень много листьев. И там был целый листопад. Мне также повезло, то есть поработать немножко со взрослыми. Это здание еврейской, Хабадской синагоги в Биробиджане. И 20 человек пришло на занятия. То есть Елена Сарашевская, которую вот вы видите на этом снимке, она редактор газеты «Биробиджан Штерн» и еще вот учит детей, учит взрослых идишу. И отдельное слово о Биробиджан Штерн, которое находится на улице Ленина. На улице Ленина, 32, и здесь вы видите мемориальные доски, спасибо редакторов, кстати, работавших в газете «Биробиджанская звезда». Это две разных газеты, разные редакции, есть сотрудничество, но сейчас покажу что-то очень интересное. Во-первых, во многих исторических местах Биробиджана есть вот такие мемориальные доски, рассказывающие немного об истории этого места. Например, это редакция на русском идыше. И очень важная информация о газете «Биробиджан Штерн», которая осталась единственной в мире из светских газет, в которых выходит идыш в печатной форме. Даже «Форвард» уже все не выходит в печатной форме, он выходит только онлайн. «Биробиджан Штерн» выходит как в печатной форме, так и онлайн. И просто уникальнейший феномен, я считаю. Каждый год газета «Биробиджан Штерн» и «Биробиджанская звезда» подводит итоги, поскольку они обе выходят в электронной форме, сколько читателей, людей кликнуло на ту или иную статью. Это, вы видите, результат 6 марта. У меня был вчера сбив, я хотел поставить сегодняшнюю статистику, но даже 6 марта. Значит, там абсолютный чемпион была статья о Шеве Зука, интервью Шева Зука, которую на март кликнуло 16 635. Самая большая статья на русском, вы видите, 400. 416 тысяч. А сейчас, я вас уверяю, это будет уже, если вы зайдете в Биробиджан Штерн, это будет уже 18 тысяч у Шева. И большинство идышистских статей, они смотрятся тысячами, десятками тысяч. То есть это говорит о значимости. И все больше и больше таких талантливых журналистов и писателей принимают участие. Часто можно видеть публикации Йойла, находящегося здесь. Часто можно видеть публикации Верла, Чернина, Михола Пензельбаума, Довбер Керла и так далее. То есть, и плюс очень интересная информация на русском, уникальная, которую вы не увидите в другой прессе, именно связана с еврейской жизнью в Биробиджане сейчас, и, что мне кажется, очень-очень интересно, раньше. Литература, которая не переведена нигде, здесь переведена на русский язык. Мне было также очень приятно увидеть в подборке за 91 год, ну тут плохо видно, свою фотографию мы создали на базе Биробиджан Штерн, первое еврейское общество, которое называлось «Мама Лошадь». Это мы празднуем Пейсах в 91 году. В Биробиджане есть немногочисленная, но очень активная, вот, наверное, ваш центр, очень активная община, которая называется Фрейд, Радость. И ее, у меня, по-моему, да, есть, ее председатель Роман Лейдер,
очень-очень активный человек и делает все возможное для того, чтобы привлечь в свою общину больше и больше евреев биробиджанских. Мне там повезло, я там выступил перед ними, рассказал о своей работе и тому подобное. И у нас, я уже должен заканчивать скоро. 10 минут еще выдержите, если попозже. Okay. Значит, я посетил свою альма-матер. Значит, в 1988 году, вот когда я встретил вот этого парня с Рошашоной, я начал также закладывать основы для создания в Биробиджанском педагогическом институте англо-идышского отделения. Институт сейчас, извините меня, переквалифицировался в Приамурский государственный университет имени Шолома Алейхема. Какой еще университет имени Шолома Алейхема вы знаете? Я, по-моему, не встречал. Алик, ты? Но без кафедры идыша. Но без... тебе надо сразу... Ты не можешь. Да, существует он, но, к сожалению, это очень больно было, что название такое громкое он получил, а англо-идыш отделения лишился. И единственная у меня надежда, вот сейчас мы уже 3-й семестр у нас учится парень, который аспирант в Биробиджане, идышу, что, возможно, он, может, мы его тоже так привлечем в эту летнюю программу, вывод, что он все-таки там возродится. Я надеюсь. Это мой протеже, благодаря которому я стал идышем заниматься. Это ректор института Анатолий Александрович Сурнин, который умер, к сожалению, в 2006 году. Но тоже, он не еврей, но он очень-очень много сделал для еврейского образования в Биробиджане. И вот я тоже была встреча со студентами, 25 студентов молодых. И когда я их спросил, кто этот человек, студенты, находящиеся в университете имени Шолома Алейхема, я увидел только одну руку человека, который распознал. Это больно, но было очень трогательно и очень здорово ходить по улицам города, который я, с одной стороны, не узнавал, он так сильно изменился, но я чувствовал себя как дома. Это мой друг, которого я знаю с 5 лет. И мы стоим напротив дома, в котором мы жили, когда нам было 5 лет. Этот дом носит имя Шолома Алейхема. И эта надпись есть на идыш. И такого нет больше нигде в мире. И самое интересное, я только сейчас обратил на это внимание, на 59. Я думал, Алекс я сегодня поймал. Он так и не, потому что этот год, 1859, у меня вот здесь. Это как Ленин родился, мы все помнили, так у меня Шолом Алейхем. Ну, то есть, ну, это, конечно, немножко привязано, но интересно. И я был очень тронут, что это недавно, это с 90-х годов, когда я уже уехал, стали вот сейчас надписи делать на идыш, но они во многих местах, ты, Наташа, не видела их. Сейчас в центре, до Бумагина все почти дома. Это Пионерская 48, где я 20 лет прожил со своими родителями. Я чуть не плакал, когда я видел это здание, эту надпись. Еще очень интересно было заметить такие subtleties, как это будет по-русски. Нет, пичевкес это не русский. Тонкости, нюансы, вот, Люба, спасибо. Нюансы идыша, знаете, не газ, да, не Шолом Алейхем газ, а театральный гесл, переулок. Очень красиво. И плюс еще, ну, в данном случае переулок. Понятно, что в более таком конкретном смысле. Но до сих пор еще можно увидеть несколько досок с советским идышем, с радикальным советским идышем, без конечных, да, der микрорайон, in Orden, Aufgenommen von dem Held, von dem Sowjetverband. Интересно, очень.
еще очень-очень здорово видеть на пересечении улиц Шолом Алейхима и Пушкина памятник Шолом Алейхиму. Я не удержался, и первым делом я приехал в гостиницу, в которой я находился, прям выходила на Шолом Алейхима. Я своими глазами это видел. Я не удержался, выбежал к памятнику и сделал свое первое зихале. Вы знаете, что такое зихале? Селфи. Да? Зихале. Зихале. И я написал на Фейсбуке «Шолом Алейхем, Шолом Алейхем». И я получил столько лайков, что больше не получу никогда в жизни. Это все очень трогательно. Очень трогательно, очень интересно, уникально, что все эти главные еврейские учреждения, JCC, мне нельзя, он не хочет, JCC, еврейский, как вас называется? Община, еврейский общинный центр, да? Еврейский общинный центр Биробиджана, очень красиво. Синагога Биробиджана. Ты ничего этого не видела, Наташа? Ну, уже будет на картинках. С хасидиком, можно фотографию сделать, все. Ресторан Симха, если вы сейчас выйдете, это вы видели ресторан Симха, не Симха на идиш, там Симха, и там прям по-русски написано. Не думайте, что это Симха, а не Симха. Вот здесь сейчас написано ресторан Симха. Центр с миквой, такой очень, говорят, качественный, и кучей минор. Все это, и редакция Биробиджана Штерн, и все эти заведения находятся на улице Ленина. А в Целохас или нет, я не знаю. Но интересный факт сам по себе. Плюс, вот здесь не здесь, тоже остались надписи уже не с радикальным идышем, но уже с конечными. Тоже, где еще такое можно увидеть? Милуха фарбалтун, фундеридирун, фундеридышевый номер геген, милухиша культур фарлантун, Биробиджанер гегендлихер, универсалы, висеншафтлаха библиотек, Авшолом Алейхем снова. Это действительно это есть, и это хранится, и это очень важная память. Здесь я расплакался, потому что это музей, в котором работала моя мама, и тоже надпись висит еще с тех времен. И плюс еще вот эта доска, которая рассказывает на русском, идыше и английском о истории этого учреждения. Теперь, я приехал, я уже выхожу почти на финишную прямую. Я приехал в Биробиджан накануне Рош ха-Шана. То есть это было так символично, если вы помните еще историю, которую я рассказал в начале, то есть он был переполнен. И на Рош ха-Шану нас собрали, то есть интересная была компания, местное начальство и раввин со своей компанией. Значит, раввин-хабадник, но Эли Рис родился в Биробиджане, и когда ему было 3 года, он с родителями уехал в Израиль. Он получил образование раввинское в Израиле, в Москве, и приехал, вернулся в Биробиджан, но уже рулит там 5-6 лет, и привлекает очень-очень много молодежи. Он не интересуется идышем, но он понимает его значение, начинает понимать все больше и больше. Самый интересный факт, что он родился в том доме, где я жил с родителями, этажом выше, Пионерская 48. Пионерская 48. А Клейневелд, как они говорят. Die Welt ist groß und greu und fremd, vor dem, was hat kein Ort, vor mir von seiner